Ассаламу алейкум. Ну, сейчас мы опять едем по дороге в Чох. И видим, как террасы до сих пор используются. Смотрите. Вот оно, древнее земледелие вживую. Вот первый уровень террасы, вот следующий уровень террасы. Вот так вот вырезаны. О, дальше горы, видите, вырезаны. Вот так, как здесь, на этих площадках. В древности и выращивали. Вон там дальше Гунибский хребет. Гунибский хребет. Гуниба не видно он. Ну, в принципе, почти видать. А сейчас увеличу. А вон, видите, поселение. Вот за этим хребтом еще один хребет, и там Гуниб. Вы не представляете, как здесь красиво. Да, как я и говорил, село на скалах, видите? Очень красиво. Какое население, интересно? Подъедем, спросим у местных, сколько там населения. Ну, село почти умирало, потому что совхозы, колхозы, все разрушилось, и они начали уезжать. И сейчас оно оживает из-за этих ребят, энтузиастов. Вот этого Заура, еще кого-то. Там сверху очень классный какой-то, видите? Ну, эти ребята просто богатые, сравнительно себе дачи строят. Это не значит, что село оживает. Просто приехал бывший чоховец, построил себе особняк и все. Приезжает только на лето. А чтобы жить и зарабатывать здесь, пока только, вот видите, вот это мелкое сельское хозяйство, за счет этого не выживет здесь. А овцеводство уже не то. Поэтому часть отрасли туризма, который даст им возможность выжить.